Отец Александр, как вы относитесь к мемам на православную тематику? Это способ привлечь людей или все-таки неуважение? Знаете, в целом положительно. Они возникли не сейчас, не вчера и даже не 100 лет назад. Может быть, были какие-то другие формы выражения. Пушкин нечем подобным баловался и раньше было. Однако мем не должен быть кощунственным и злым. Как это проверить? У нас есть у всех мама, родители. Мы с ними иногда шутим. Беззлобно. Им весело, и нам весело. Злые шутки мы с ними себе не позволяем. Вот представьте себе какой-то человек, допустим, шутит про вашу маму, то, что для вас является святым. И вы подумайте, является ли та или иная шутка приемлема для вас? Не оскорбляет ли она вас, как сына, дочь? Не оскорбляет ли она вашу маму? Если оскорбления нет, то это вот приемлемо. Также и отношение к мемам на церковную тему. Иногда там высмеиваются такие вот пороки, как жадность священнику, как вот у Пушкина в его сказке о попе, его работнике Балде. Ее, кстати, одно время даже подвергали цензуре, но я должен сказать, что, в принципе, достаточно такая интересная вещь, что не было жадности среди духовенства, что ли? Да, была и сейчас есть. Ну, такие вещи можно высмеивать. А что касается, допустим, самих основополагающих основ веры, Христа, Божьей Матери, святых, это то, что сакрально. Я считаю, что вот уже в этом отношении, конечно же, мемы недопустимы.